Здравствуйте, друзья! Мы сегодня хотим сделать плов. Вот. Ну, сами знаете, для плова нужно морковь, мясо, лук, масло, рис, ну и всякие специи. Ну, мы сейчас покажем плов, как мы делаем. Потом, как всегда, к плову что нужно? Обязательно шакараб нужен. Мы потом покажем, как сделаем шакараб. Все, наливаем масло. Накалилось масло, все. Теперь ложим лук, жарим. Вот, лук жарим. Вот, друзья, у нас уже лук начал немножко вот желтеть, краснеть. Это означает, что пора, надо бросить, что добавлять мясо. Все, добавляем мясо и перемешиваем. Так, друзья, у нас вот мясо уже пожарили. Теперь пора бросить сюда морковку. Вот у нас 1,5 килограмма морковки. Половину бросаем сюда, пожарим. Лучше же пожарим. И мы сюда это плов делаем. Взяли 1,5 килограмма риса. 1,5 килограмма риса и 1,5 килограмма моркови. Так, друзья, у нас вот половину моркови уже пожарили. Хорошо, теперь бросаем следующую половину. Все, вот. Теперь хорошенько перемешаем. Так, друзья, пришло теперь самый такой ответственный момент — посолить. Вот этот соль, как вы знаете, самое вот то, что в еде дает вкус. Его переборщить тоже нельзя, не досолить тоже невкусно будет. Поэтому вот самое хорошо вот посолить в дозу. И почему вот раньше не солили? Потому что это когда раньше посолишь, его перемешивать вот будет трудно, она будет к дну казана прилипаться, этот соль, когда жаришь. И тем более вот мясо, когда сначала жаришь, надо без соли надо жарить. Вот сейчас бросили, добавили соль и приправки. Можно приправа для плова. И перемешиваем хорошенько. Все этот сок, который вышел из мяса, вот морковь, все это перемешивается, впитывается друг к другу. Друзья, вот уже как 15-20 минут прошло, как вторую половину морковь мы жарим. Теперь добавляем воду немножко. Мы к этим приправам еще добавили черный, красный перец, который приправа в плов добавили. Вот, даем воду. Вот, друзья, варится вода. Вот так он должен кипеть где-то минут 10. Вот. Чуть-чуть перемешиваем, смотрим. Все, уже пора. Бросаем рис сюда. Аккуратно, плавно, равномерно. Ровно весь казан, чтобы был покрыт рисом. Вот рис
плавненько, вот так равномерно, чтобы все сверху покрыла вот эта водичка. И вот эта водичка должна как рассосаться. Вот, рис должен немножко набрать себе воду, набухаться. И потом, как вот пропадет вода, и мы будем его закрывать, казан. Вот, смотрим, воды не осталось. Вот по краям проверяем, есть воды, нет. И немножко уже рис на серединку вот так собираем, смотрим. Все, воды, рис себе набрал воду. Ну вот, сверху мы еще приправку зира. Вот так натереть надо обязательно. Ладошками друг к другу вот так хорошенько натереть. Это зира посыпаем. Вот. Проверяем, воды там есть, нет, чтобы пар выходил, если там воды есть. Вот так прокалываем ложкой. Вот, еще булькает, слышите, да? Вот, еще есть вода, оказывается. Вот. Когда мы вот так собираем, еще огонь немножко, видите, убираем, чтобы мало огня было. И вот и чеснок, это для вот тоже вкуса, чеснок, и закрываем крышку, да. Теперь вот оставляем рис где-то минут на 40, чтобы он хорошенько набухался. Отправляем рис отдыхать, а мы пойдем делать шакаряк. Так, друзья, надо, чтобы этот нож был острый, прежде чем вот резать лук. Если нож острый, то она хорошо режется, будет мягко, вот так хорошо. Все, убираем вот это все в сторону, утираем нож. Вот, для шакараба мало всего надо, ингредиент всего: помидор, лук, соль и специи. Там черный перец, красный перец. Все, начнем. Сначала первым делом надо лук резать. Лук резать надо, друзья, очень тонко. Очень тонко. И по возможности вот так коротко. Потому что когда толстый или там длинный режешь, это уже не шакараб. Это получится как просто, когда салат делают, некоторые там помидор с огурцами крупные. А здесь надо именно тонко вот так. И видите, получится такая тоненькая. Вот так надо. И вот так мы все сейчас весь лук нарежем. Вот уже нарезал лук, друзья, лук вот такой, один лук вот нарезал, и чуть-чуть, вот, слишком много тоже не надо, вот пойдет. После нарезки, друзья, обязательно надо лук, видите, вон кучка, вот его надо вот так, чтобы он отдельными, видите, как получается, вот, обязательно вот так надо делать. Вот она станет как бы по одной вот так, и мягкий станет. Вот, все. Теперь после этого начнем процесс резать вот помидор. Помидор надо обязательно не мясной помидор, а вот сочный, который вот такой сочный бывает. А то бывают помидоры мясные. Здесь для шакараба нужен сочный помидор.
И его обязательно тоже резать вот такими тонкими, видите, тонкими кусками, вот тонкими. Вот обязательно, это тоже очень важно, тонкими. И вот это весь помидор мы сейчас нарежем. Вот, друзья, нарезали. И теперь вот солим. Так, посолили. Потом мы попробуем еще будем, если что, если не хватит. Так, черный перец. Вообще можно, кто как любит. Я-то вот поострее люблю. Есть люди остренькие не хотят. Но когда с пловом, она лучше чуть-чуть остренький. Она дает, открывает аппетит, это все. Вот. Сейчас попробуем, перемешаем, попробуем. Вот. То, что там внизу у нас лук, как помните, сейчас вместе с помидорами перемешается. Вот видите. И она такая мягкая, как это, как каша получается. Не просто помидор, там салат кусками резать, а это вот вода, видите, вот сочная, вот эта вода, вот самый шакараб, вот такая вода должна быть. И помидор сюда должен резать вот такой сочный, а не мясистый. Вот. Так, сейчас самый смак вот этот попробуем. О, можно чуть-чуть, если что, посолить. Чуть-чуть. Его можно, знаете, вот шакараб просто можно сделать, вот когда жарко, в обед ничего кушать не хочется. Сделали вот такой шакараб и горячей лепешкой. Вот этот шакараб, о, как она хорошо пойдет. Вот как арбуз кушают люди, а здесь можно и шакараб вот так. Получилось мощный. Вот это шакараб и плов, она всегда, в большинстве случаев, в паре ходят. Она друг другу дополняет. Лучшее дополнение к плову это вот шакараб. Все, друзья, шакараб готово. Друзья, вот прошло 40 минут. Мы это выключили огонь, газ. Теперь пора открывать крышку. Давайте вместе посмотрим, как наш плов. О, уже видно рис, видите как. Сейчас мы попробуем риса вот так собрать, как она получилась. О, уже отсюда видно, что рис такой получилось хороший, видно по виду уже. Смотрите, друзья, вот собираем рис в пирамиду. Смотрите, как рис. Один рис убегает, другой рис за ним гонится. Очень хороший получился плов. Друзья, вот все готово. И плов, и шакараб. Давайте попробуем, как у нас получилось плов. О, мягкий. Очень. Теперь шакараб. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Кому понравилось наше видео, прокомментируйте и ставьте лайки.